Таджикистан. Госфинконтроль не нашел коррупции в верхах. Жапаров нашел общую культуру кыргызов и русских. В Таджикистане растут налоги. За 2020 год агентство Госфинконтроля провело 811 финансовых проверок, в результате которых выявлен финансовый ущерб на общую сумму 348,8 миллиона сомани. Об этом было сообщено на пресс-конференции ведомства 16 февраля. За прошлый год выявили 2092 налоговых и экономических преступлений, носящих коррупционный характер. 761 из них – тяжкие преступления. Всего за прошлый год возбуждено 705 уголовных дел. По 546 из них завершено предварительное следствие. По результатам проверок и расследований уголовных дел 881 человек привлечены к дисциплинарной ответственности и 196 отстранены от занимаемых должностей. Наибольшее количество коррупционных преступлений ведомство зафиксировало со стороны должностных лиц органов местного самоуправления – 177. В банках таких фактов 163. В образовании и науке 136, здравоохранении 104, сельском хозяйстве 101 и так далее. Следует отметить, что агентство не обнаружило ни одного коррупционного преступления в высших эшелонах власти, ограничившись разоблачениями лишь в низах. 25 years, and we are very grateful and honored. Напомним, что по данным международной антикоррупционной организации Transparency International, Таджикистан в 2020 году занял 149 место в глобальном индексе восприятия коррупции среди 180 стран. Отметим, что по мнению наблюдателей, самыми коррумпированными госорганами являются МВД, ГКНБ, Генеральная прокуратура, судебные органы и, конечно же, на первом месте стоит само агентство по госфинконтролю. С Россией отличные отношения сейчас. Новоиспеченный президент Кыргызстана Садыр Жапаров в преддверии своего визита в Россию в очередной раз продемонстрировал свою крайнюю лояльность Кремлю, написав статью под названием «Союзнические узы». 19 февраля она была опубликована в правительственной газете «Слово Кыргызстана», сообщает пресс-служба президента. Садыр Жапаров пишет в своей статье о якобы наличии некой общей культуры у народов Кыргызстана и России, однако не уточняя, что именно общего он нашел. В истории взаимоотношений кыргызского и русского народов никогда не возникало проблем, которые могли бы создать предпосылки для взаимного отчуждения, пишет Жапаров, игнорируя длительную и жестокую оккупацию Кыргызстана царской и советской Россией, а также массовые нарушения прав трудовых мигрантов из Кыргызстана в России сегодня. Курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнерства отвечает национальным интересам Кыргызстана. Мы убеждены, что укреплению сотрудничества нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место. Уверен, что предстоящий визит будет способствовать укреплению отношений между нашими странами и развитию сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, восторженно пишет Жапаров. Мы будем продолжать дружить с Россией. Без России мы должны это открыто признаться, без России нам будет тяжело. Напомним, что Жапаров далеко не первый президент Кыргызстана, который в благодарность за наделение его властью и в надежде на сохранение ее за ним демонстрирует невероятную приверженность российскому колониализму в Центральной Азии. Налоговый комитет Таджикистана повысил стоимость патента для индивидуальных предпринимателей на 9,4%. В Таджикистане Министерство финансов и налоговый комитет при правительстве Таджикистана подписали совместное распоряжение об индексации размера платы за патент. Согласно новому распоряжению, стоимость патента для индивидуальных предпринимателей увеличивается на 9,4%. Индексация стоимости патента для индивидуальных предпринимателей в Таджикистане производится ежегодно с учетом уровня инфляции за предыдущий год. В опубликованном 11 февраля в профильной газете налогового комитета Боджухироч распоряжении говорится, что оно вступает в силу через месяц после официального опубликования, то есть 11 марта 2021 года.
Следует отметить, что 65% госбюджета страны формируется за счет налогоплательщиков. При этом уровень подоходного налога в стране очень высок. Таджикский экономист Пайрав Чоршанбиев в интервью радио «Зади» от 7 апреля 2019 года сказал: «Ставки налогов по сравнению с другими странами мира у нас действительно высокие. Это доказывается проводимыми ежегодно различными авторитетными организациями, в частности Всемирным банком и другими международными рейтингами. Доля налогов и других обязательных платежей в прибыли средних компаний составляет 67%, то есть 67 самани из заработанных 100 самани бизнесу приходится направить в качестве налогов и довольствоваться оставшимися 33 самани. При таких условиях, естественно, бизнес обречен на провал, если это, конечно, легальный бизнес». Примечательно, что крупные компании, связанные с режимом, будь это частные либо госкомпании, зачастую освобождены от уплаты налогов или же имеют очень крупные задолженности по налогам. Так, например, глава налогового комитета при правительстве Таджикистана Нусратулло Давлатзада 18 февраля на пресс-конференции сообщил, что объем задолженностей по налогам в республике увеличился в течение 2020 года на 303 миллиона самани. Причем основными должниками являются Таджиктелеком 86 миллионов самани, Рагунская ГЭС 67 миллионов самани, Таджикская алюминиевая компания 38 миллионов самани, Санктуда-1 36 миллионов самани, Душанбинский аэропорт 31 миллион самани, Талка-Ресурс 17 миллионов самани, Алюмин Сохтмон 16 миллионов самани. У нас высокие налоги, это раз. Второе, очень трудно открыть предприятие, это два.